С Новым днем, наши дорогие телезрители, с наступающим Новым годом! На календаре 31 декабря, и через несколько часов наступит новый 2021 год. Новый год, который мы все очень сильно ждем, ведь 2020 для многих стал годом испытаний. И поэтому совсем не удивительно, что практически все мечтают о скорейшем его завершении. Ребята, скажите, а вы о чем мечтаете в новом году? Ну, в новом году у меня не столько мечты, а цели, которые я собираюсь планомерно выполнять. Ну, а я бы в 2021 году отправилась в путешествие. Начала бы с Европы, а потом поехала бы в жаркие страны. А следующий Новый год я мечтаю встретить на каком-нибудь другом континенте. Ну, а мне хотелось бы, чтобы вся эта ситуация с пандемией скорее стабилизировалась, чтобы все любители спорта наслаждались выступлениями любимых команд и спортсменов в полной мере. А я мечтаю, наконец, обнять своего сына-студента, которого не видела больше полугода, сесть вместе с ним за праздничный стол и пожелать друг другу здоровья, счастья, успехов в работе и в учебе. Кроме щедрого стола, по традиции принято подводить итоги и подумать, что же прошло хорошего. Также по обыкновению мы ставим перед собой планы и цели. Словом, настраиваемся на Новый год. Значимым для нашей компании стал ноябрь этого года. Впервые заветная статуэтка ТЭФИ «Регион» отправилась к телеканалу НВК «Саха». Проект «Игры Дыгына» одержал победу в номинации «Телевидение и жизнь. Специальный проект». Наша компания не раз была среди финалистов Всероссийского телевизионного конкурса. И, наконец, 19-й по счету ТЭФИ «Регион» принес удачу якутскому телевидению. Первый раз. Якутское кино уже несколько лет такой же бренд региона, как «Алмазы». Ленты якутских режиссеров с успехом участвуют в российских и международных смотрах. В этом году якутская мистическая драма «Пугало» признана лучшим фильмом на прошедшем в Сочи фестивале «Кинотавр». За лучшую женскую роль наградили актрису Валентину Романову Ческырой, которая этой работой дебютировала в кино. «Пугало» получила и приз зрительских симпатий на международном кинофестивале стран «Меридианы Тихого» во Владивостоке. А в ноябре состоялась премьера самого масштабного фильма в истории якутского кино «Тыгын-Дархан». В съемках приняли участие около 10 тысяч якутян. На кинофестивале исторических фильмов «Вече» Тыгын-Дархан завоевал 3 главных приза кинофестиваля, в том числе приз президента кинофестиваля Светланы Дружининой. Спасение человеческой жизни при любых обстоятельствах – дело, важность которого сложно переоценить. Часто бесстрашными и самоотверженными становятся дети. Юные герои совершают настоящие мужественные поступки. 12 июля этого года ученик 3-го класса Валентин Мищенко спас одноклассника в горной реке Кенкеме в пригороде Якутска. А 13 июля в Намском районе 3 подростков почти чудом смогли вытащить на берег 2 девочек. Женя Ефимов, Леня Куличкин, Стас Чупанов действовали как настоящая команда и пошли на то, на что не осмелились даже взрослые.
А ежедневно переступать через порог, где жизнь борется со смертью, приходится людям в белых халатах. Несомненно, главными героями уходящего года стали врачи. Все медицинское сообщество объединилось в борьбе с коварным вирусом. Врачи, фельдшеры, медсестры – это люди, которые отдают душу и сердце любимой профессии. Среди них не только опытные врачи, но и совсем молодые девушки и ребята, только начинающие свой путь в медицине. Пандемия внесла существенные коррективы и показала, как важна отрасль медицины и люди, которые в ней трудятся. Сегодня врачи делают все возможное и даже порой невозможное. По всему миру люди выражают глубокую признательность медикам, достойно несущим свою службу, несмотря ни на что. Спасибо врачам! Новый год – это хороший повод добавить в свою жизнь что-то новое. И неважно, молодая у вас семья или не очень. Возобновить старые традиции или придумать что-то новое никогда не поздно. Ну а мы не будем нарушать наши традиции и передаем слово нашим коллегам из информационной службы новостей. Почти все, что старше 50 лет, сейчас это тренд и мейнстрим. Буквально все помешались на новогодних игрушках в стиле винтаж, открытках и украшениях. А многие модницы сейчас мечтают о рыжем платье Брыльской из самого новогоднего кино. И, конечно же, хотят те самые вызывающие сапоги Ахеджаковой. Ну а мы с Лариной хотим вам показать, что же было хитом в то время. Это алюминиевая искусственная елка. Это были первые искусственные елки, которые не окрашивались в зеленый цвет. Вопреки устоявшемуся мнению, что серебристая елочка родилась в Советском Союзе, впервые в продажу она поступила в США. И пик популярности пришелся там на период 50-60-х годов. А в нашу страну алюминиевая елка пришла в 80-х. Великолепный блеск мишуры, невысокая стоимость всего 6 рублей и сборка менее чем за 15 минут. Конструкция включала подставку, металлический стержень с отверстиями и ветки, которые необходимо было вставлять под углом, соблюдая форму и пропорции елки. Это был действительно комплимент в сторону космической эры. Елка была футуристичной, блестящей, как космический корабль. Для многих она все еще остается нестареющим символом тех времен, который вызывает ностальгию и сладкие воспоминания детства. Эту елочку моя мама Александра Ипатьевна приобрела еще в Новосибирске в 1982 году, за 2 года до моего рождения. Соответственно, эта елка на 2 года старше меня. Ирина также одна из счастливиц, которая сохранила родительские елочные игрушки. Кстати, винтажные стеклянные шарики и фигурки сейчас вновь на пике популярности. А вторить в дизайнерский такт ей запросто сможет своими руками сделанная гирлянда из цветной бумаги. Для Ирины эта алюминиевая елочка – одна из семейных реликвий. Она бережно ее хранит и обязательно передаст дочке. Как будто она из какого-то магического места родилась. Прям настоящая, как серебристая елочка. Как будто из серебристого зерна она выросла. Конечно, современные искусственные ели также прекрасны и праздничны, но сладкие ощущения детства и нежную ностальгию они уже у нас не вызовут. Так что проверьте бабушкины или мамины антресоли. Может, там лежит новогодняя красавица и скромно поджидает своего часа? Елка, Дед Мороз, Снегурочка, салат оливье, холодец. Для россиян это привычные атрибуты перехода из 31 декабря в 1 января. То, что может быть как-то иначе, даже трудно себе представить. А у некоторых народов Новый год отмечается в другое время года. Ну что ты мне тут рассказываешь? Конечно же, Исэх – это наш Новый год. Да, действительно. Но сейчас я говорю о праздновании Нового года у северных народов, которые сохранили традицию отмечать рождение нового солнца в летнее солнцестояние. На специальном обрядном поле после затяжной зимы собираются эвенские народы.
После долгой разлуки по дальним кочевьям в начале лета собирались наши предки в одно стойбище. Первый сбор сородичей считался большим событием. И, конечно же, такие встречи не обходились без традиционного хороводного танца геджи и спортивных состязаний. Молодежь показывала свою удаль и ловкость во владении маутом, стрельбе из лука, беге, прыжках, езде верхом на оленях. Также эти праздничные дни не обходились без сватовства, проведения свадебных обрядов. Наступило благодатное лето. Природа щедро балует своих детей сочным разнотравьем и яркими красками. Дети природы, эвены, собираются на свой долгожданный праздник встречи Нового года, Нового Солнца, Эвинек. Расправляют нарядные одежды, любовно сшитые долгими зимними вечерами, разводят костры и варят свежее мясо. Максим, веришь ли ты в гороскоп? Нет. Ну и зря, зря. Ведь, как говорят психологи, если ты настраиваешь себя на позитивный лад, то и в жизни в твоей будет происходить все очень хорошее. Ведь гороскопы чаще всего предсказывают что-то замечательное. Ну да, действительно, это очень важно. Я слышал, более того, что следующие 12 месяцев пройдут в очень позитивном ключе. А это значит, что период будет стабильным и хорошим. Правильно. Еще астрологи говорят, что 2021 можно назвать годом дипломатии. Насколько дипломатично он пройдет для каждого из нас, узнаем из следующего материала. Овен. Покровитель года с особым теплом относится к деятельным, целеустремленным и амбициозным представителям данного знака. Телец. Год быка будет довольно успешным для тельцов, а единственной преградой на пути к успеху может стать собственное упрямство. Близнецы. Время под покровительством быка нельзя назвать для близнецов самым простым. Их ожидают взлеты и падения, но опускать руки в критические моменты не стоит. Рак. Жизнь не готовит очередных испытаний и трудностей, а это значит, что можно заниматься текущими делами, строить планы. Лев. Металлический бык может создать немало препятствий на пути к успеху, а может и стать хорошим помощником для представителей этого знака. Дева. Дева может выдохнуть, ведь следующие 12 месяцев будут точно удачнее предыдущих. Весы.
Некоторые весы будут вынуждены столкнуться с кардинальными изменениями, которые они примут с радостью или будут вынуждены смириться с новыми обстоятельствами жизни. Скорпион. Представители этого знака столкнутся с рядом трудностей, испытаний, которые относятся к разным сферам жизни. Стрелец. Стрелец узнает, что покровительство металлического быка сулит ему довольно крупные и значимые перемены в жизни. Козерог. Звезды не рекомендуют представителям этой зодиакальной семьи решаться на кардинальные перемены в жизни. Водолей. Период, проведенный под покровительством этого животного, будет гораздо счастливее предыдущего года. Здесь у водолеев будет немало возможностей для новых начинаний. Рыбы. Астрологи не рекомендуют принимать необдуманные решения, поддавшись эмоциям, влиянию окружающих. С Новым днем, друзья, и с наступающим Новым годом! На календаре сегодня 31 декабря, 4-й день недели и последний день в году. Году Нового года, как правило, очень богат на фотосессии. Ну это и понятно, праздничный антураж, везде сияют гирлянды, сказочные украшения, все это переносит нас в такой волшебный мир, мир волшебства, и почему бы на этом праздничном фоне не сфотографироваться. Ларина, а как же это правильно сделать? Ведь существует очень много нюансов. А на этот вопрос нам ответит профессиональный фотограф, чьи работы опубликованы в зарубежных журналах, Мария Васильева. Доброе утро, Мария! Мы очень рады вас видеть в нашей студии. Поздравляем вас с наступающим Новым годом. Скажите, как правильно себя фотографировать именно на смартфон? Спасибо большое за приглашение. Поздравляю вас с наступающим Новым годом и всех гостей и жителей нашей республики с наступающим Новым годом. Как же сфотографировать себя? Да, вот сейчас у вас в студии прекрасное освещение. А если мы фотографируемся дома, да, у себя или где-то на корпоративе, то всегда мы ищем хорошо освещенное место. Смотрим, какое освещение у нас в помещении и ищем, откуда поступает такой хороший свет. Самое хорошее освещение – это, конечно же, от окна, от любого окна в дневное время. Но если мы фотографируемся ночью или вечером, то тогда ищите хорошо освещенные лампами помещения. Получается, нужно стать просто под лампочку. Под лампочку не нужно вставать, потому что у нас будут ненужные тени, и мы немножко отходим от лампочки, чтобы свет от лампы, да, как бы на вас мягко ложился, и не было таких плохих теней, как бы, и было все красиво. И также можно разные свои нюансы по коже, да, вот это вот все скорректировать с помощью света, потому что свет фотографии – это самое главное. Ну, то есть, получается, да, действительно, для того, чтобы сделать хорошую фотографию, в первую очередь надо обратить внимание на освещение. Ну, а есть же разница между теплым светом, холодным. Как-то это играет роль в фотографировании, в фотографии в целом вообще? Да, это играет огромную роль, потому что с помощью цвета мы создаем нужную атмосферу для фотографии. Да? Если мы фотографируемся внутри помещения, и у нас, значит, цвет от лампочек такой теплый, да, то у вас могут получиться слишком оранжевые лица, допустим. Вот. Если вы при дневном освещении возле окна стоите, тогда у вас цвет лица может быть таким синеватым, что тоже не очень хорошо. Поэтому мы можем это скорректировать с помощью камеры. Так, можно это? Нет, ничего страшного. Смотрите, Мария, сделаем так. Расскажите нам, да, вот фотографируя нас, как сделать так, чтобы голова была не слишком большой и ноги, наверное, были подлиннее, да. Ноги, это очень актуально для многих девушек. Может быть, как-то камеру, смартфон нужно вот наклонять. Есть какие-то секреты? Сейчас вообще сотовые телефоны, да, все смартфоны оснащены очень качественными камерами, и поэтому можно сфотографировать очень качественно у себя дома. Поэтому мы просто держим камеру, допустим, снизу и фотографируем снизу. Ниже пояса, получается? Вообще, например, фотографы даже могут лечь на пол, чтобы получить тот или иной ракурс. Да? А как же двойной подбородок? Двойной подбородок, да. Тогда, пожалуйста, держите вот так вот сверху и делайте селфи. И можно и в полный рост фотографироваться, и сфотографироваться вот в портретной фотографии. У меня вопрос, кстати, да, вот многие фотографируются ради Инстаграм.
Ну, то есть держат в вертикальном положении Вот смартфон. так вот, да, А какая смартфон. принципиальная разница между положениями телефонов, горизонтальной и вертикальной? Здесь есть разница. Если мы хотим сфотографировать большую семью свою, да, или сфотографировать большой компании, то мы обязательно держим камеру как бы горизонтально, потому что общий охват там будет более широкий, чем в вертикальном положении. Если мы хотим сфотографировать себя в полный рост возле зеркала или же своих подруг, допустим, да, семью, то фотографируем в таком вертикальном положении. Угу. Ну вот, и еще один вопрос такой. При фотографировании пары, да, мужчина и женщина, например, да, кто должен стать чуть вперед, скажем так? Чуть вперед всегда встает тот, который мужчина встает. Он крупнее, да, потому что девушка должна быть на фоне своего мужчины хрупкой, да, хрупкой, изящной, и поэтому мужчина лучше пускай впереди встанет и сфотографируется, а девушка сзади может положить руку на плечо. Да? Ну и напоследок, какой-нибудь маленький совет. Маленький совет. Самый главный совет – это хорошее настроение, всегда улыбаться в кадре, и всегда любая фотография при любом освещении всегда будет очень красиво выглядеть, если вы передадите новогоднее настроение в кадре. Что ж, огромное спасибо, Мария, за такие ценные советы. Я думаю, что они пригодятся многим нашим телезрителям. В новогоднюю ночь и в новогодние праздники у всех, наверное, наряженная елка, и она станет прекрасным фоном для фотографии. Ну, а мы поздравляем вас с наступающим Новым годом, а также всех наших телезрителей и вас, в том числе Мария, поздравляет с Новым годом группа «Звуки» с песней «Город родной». Укрывшись этим первым снегом, ты дышишь и живешь мечтой. Одеты твои улицы серебром. Когда не так и сердце ноет, и день похож на темную ночь, мой город унесет эти мысли прочь. Я так люблю тебя за это, Якутск, любимый город мой. Мы улетаем с тобой в лето, я больше не расстанусь с тобой. В мире есть место, где нам хорошо. Любимые люди на земле Аланхо. Жаркое лето, сухая зима. Может, лучше там где-то, но не для меня. Я так люблю тебя.
продолжаем наш праздничный эфир. И все меньше времени остается до наступления нового 2021 года. Под бой курантов принято загадывать свои самые заветные желания. Да, я думаю, практически все вот загадывают желание под бой курантов и всегда делают это почти одинаково. Вот берется бумажка, записывается туда пожелание, поджигается все это дело, отправляется в бокал, и надо все это успеть выпить до конца боя курантов. Кстати, я тоже так делала. Помню, однажды бумажка не успела догореть, пришлось заглатывать бывает, да. бумагу. Действительно, самый популярный, пожалуй, вариант в новогоднюю ночь. Ну а как быть с желаниями в обычные дни? В последнее время все большую популярность набирает так называемая карта желаний. Интересно, что составлять ее нужно в определенные периоды. Да, и в какие именно периоды и вообще как работает эта карта желаний, нам расскажет наша гостья. У нас в студии астролог и специалист по фэн-шуй Мария Айнитова. Маша, доброе утро. Доброе утро. Ну так что же из себя представляет карта желаний и как она работает? Карта желаний – это один из самых эффективных техник по исполнению желаний. Неспроста она так популярна. И она срабатывает именно по системе визуализации. То есть, когда мы видим перед собой наши картинки с желаниями, то мозг воспринимает это как уже реальность. То есть он так программирует нас, и потом уже вся Вселенная и все наше окружение делает все, чтобы вот это записанное и вправду реализовалось, материализовалось в нашей жизни. Ну, Мария, мы подготовились, вот у нас есть все необходимое для составления вот этой карты. Вот с чего стоит начать? Карта желаний по фэн-шуй мы разделяем на сектора. Так. И это очень важный момент, потому что эти сектора затрагивают 9 сфер в нашей жизни. И все должно быть в балансе. Без этих секторов человек может впадать в какие-то крайности, то есть может больше акцентироваться на материальных благах или больше на личной жизни, например, что уже не совсем хорошо, потому что это создается такой дисбаланс. Поэтому важно разделить на сектора. Так, секторов у нас 6, да? 9. 9. Да. 9. 9 секторов. И они все разных цветов у нас. Да, они у нас разных цветов, потому что эти сектора не просто так созданы, это по основам фэн-шуй. То есть там есть свои правила. На самом деле эти сектора накладываются еще и на наш дом. То есть каждый сектор – это определенное направление света и свои энергии в каждом секторе, поэтому там есть определенные цвета и сферы в жизни. И по ним нам необходимо распределить свои желания. Итак, первый сектор – это у нас богатство, да? На выбор дается несколько цветов. Этот сектор богатства, да, его можно на самом деле и зеленого цвета тоже, но также и фиолетовый, да. И здесь мы прикрепляем желания, конечно же, связанные с тем, что мы хотим приобрести, какие материальные, да, блага. Все, что связано, например, с карьерой, зарплата, например, это все лучше в другой сектор. Там у нас он уже есть отдельно, а в секторе богатства лучше покупки, например, да? Именно материальная, да? Да, материальная. Машина, квартира, грубо говоря. Да, да. Посудомоечная машина. И я не советую перебарщивать с абстрактными картинками. Например, некоторые прикрепляют в сектор богатства такие изображения, как сидит человек на груди золота, на него падает дождь из банкнот, например, да. Это, ну, не совсем будет работать, потому что мозг не воспринимает такие картинки как реальность, безусловно. Поэтому лучше конкретизировать. Это или может наоборот сработать, и потом все это золото придется куда-то девать, да? Вот меня. Да. Ну, слишком много золота, наверное, тоже не есть хорошо, да? Куда его девать потом? Хорошо, у нас вот определились с тем, что у нас первый сектор – это богатство, цвет фиолетовый или может быть зеленый? Да, может быть зеленый. Так, ну, у нас фиолетовый пусть будет. Далее. Дальше сектор славы. Он красного цвета. И многие путаются, что за слава, да? Я не хочу быть знаменитостью, например, но на самом деле это сектор признания ваших трудов. Очень важно, как вы это видите, и важно, чтобы это в вашей жизни было, как ценится ваш труд и ваши старания. Это могут быть грамоты, награды, или, возможно, у вас берут интервью, как у хорошего специалиста в своем деле. Поэтому ни один из секторов не должен пустовать.
в каждом секторе необходимо привнести свои желания. А насколько они должны быть вот заполнены, секторы? Ну, главное, чтобы сектор не был пустым. Угу. Ага. Хотя бы одно-две желания в каждом секторе. Две конечно картинки, же. Да. минимум достаточно. Минимум, да. Угу. Третье у нас любовь и брак. Да, он у нас розового цвета. И здесь, конечно, если человек не в отношениях, мы тогда прикрепляем изображение семейных пар, например, счастливых, довольных. И желательно, чтобы вот эти лица, люди, которые изображены на этой картинке, не смотрели прямо в кадр. Ну, куда-то да, в сторону, да? В сторону, да. Иначе эти ваши мечты могут реализоваться у них. Такое есть тоже правило. А что делать вот людям, которые в браке? Да, если человек уже в отношениях, то этот сектор мы прикрепляем те желания, которые мы ожидаем от отношений в браке. То есть вдруг, например, Катя захочет, например, больше подарков получить от любимого. От своего мужчины, да? Да. И так далее. И так, если еще дальше идти... Зелененький у нас идет. Семья. Как раз таки. Ага, ну давайте семью, да, сектор. Он тоже зеленого цвета. Его можно светло-зеленый, например, чтобы отделить от сектора богатства. Если мы выберем сектор богатства зеленый, то этот сектор семьи, он должен быть чуток все равно другого цвета. Например, светло-зеленый. И здесь мы, конечно же, наши ожидания от семьи, каким мы видим нашу семью. Вдруг вы мечтаете всей семьей путешествовать, заниматься активными видами спорта. И дальше здесь еще можно прикрепить желания, связанные с интерьером, с вашим домом. Так. Недвижимостью. Далее, пусть будет белый, да? Да, и в самом центре... В центре можно желтый цвет прикрепить, желтый. кстати. Да. Давайте желтый цвет. Ага. И это сектор здоровья, красоты. И мы здесь размещаем желания, безусловно, связанные с нашим здоровьем. То есть это может быть спорт, правильное питание, красивые здоровые зубы. И нельзя пропустить, еще в центр обязательно прикрепляем нашу фотографию. Так. Изображение. А какие-то есть требования к фотографии? Главное, чтобы вы там были четко видны, ваше лицо. И эта фотография, безусловно, вам должна нравиться. Вы себе должны нравиться. Самую красивую фотографию. Да, самую удачную, красивую 3 на 4 в матовом исполнении обязательно. Да. Так, далее. Следующий сектор у нас это дети творчества. Можно блестящие вот металлического цвета да, я как раз вот нашла. И хочу объяснить, почему такая разница в цветах, потому что на самом деле каждый сектор, там размещается 2 элемента, 2 энергии, и у каждого элемента есть свои цвета, поэтому не так страшно, если цвета вот не как вот прям в примере у нас, да? Там все равно определенный элемент, энергия имеет несколько оттенков. И, значит, сектор детей творчества, если вы планируете, конечно же, расширять семью, то вы прикрепляете там картинки с детьми. Да? А если у вас уже дети, вы не планируете расширение семьи, то прикрепляем желания, связанные с досугом, с творчеством. И тут очень важный момент. Многие недооценивают этот сектор досуга, творчества. На самом деле очень важно, кроме того, чтобы мы зарабатываем, да, работаем для чего-то, но еще важно что-то творить, создавать просто для себя. Кайф, так сказать. Маш, я слышала, что у некоторых карта желаний не работает. В каких случаях такое бывает и бывает ли такое? Да, иногда карта желаний, к сожалению, не работает. Есть определенные правила, которых я бы хотела, конечно, поделиться. Самое первое правило – это необходимо вот эту карту желаний делать в потоковом состоянии, в состоянии такого маленького ребенка и подойти к этому как к творчеству. Не совсем правильно будет, если человек будет составлять карту желаний от ума, от головы, боясь что-то сделать не так, стараясь сделать все идеально, по правилам, то есть включая такую взрослость. Но это не совсем хорошо. И вот
самый вот такой ключевой момент в карте желаний именно вот в процессе творчества. Мы вот вырезаем, как маленькие дети, эти... Прям погрузиться творчески в этот процесс, да? Поэтому он так эффективен. Например, если сравнивать блокнот желаний, там нету творчества, поэтому они не настолько эффективны и не настолько помогают нам войти в это потоковое состояние творческое, и, соответственно, карта желаний уже намного будет лучше войти в это состояние. Поэтому это вот первое правило. Второе правило это нельзя в карту желаний слишком использовать те желания, которые нас ограничивают. То есть бывают, люди прям цепляются за конкретное желание. Например, я хочу квартиру купить именно в этом здании. И могут даже сфотографировать это здание, прикрепить на карту желаний. А вдруг Вселенная планировала вам не квартиру в этом доме, а частный дом, например. Или даже квартиру где-нибудь в другом городе. И тем самым вы можете ограничить сами себя, цепляясь за это желание, поэтому будьте с этим осторожны. Надо обязательно довериться Вселенной. Ну и третье правило. Желания ваши должны быть истинные, именно ваши, сокровенные. Потому что иногда на нас очень сильно навязываются какие-то правила, что если человек хочет быть богатым, он должен окружать себя именно этими предметами и вещами, а вдруг вам это и не надо. Поэтому обязательно от сердца искренне выбираем свои желания, не от ума. Только тогда карта желаний, конечно же, работает. Маш, ну ты как специалист по фэн-шуй можешь сказать о хорошем в наступающем 2021 году? Что нас ждет? 2021 год, он такой будет интересный в том плане, что у нас ожидается год металлического быка. Бык сам по себе животное такое правильное, трудолюбивое, и повезет тем людям, которые в 2021 году будут и вправду трудиться, стараться. Бык не приемлет лжи, лести любого вида, поэтому очень важно быть честными, в первую очередь честными самими с собой. И также бык очень такое семейное животное, и проведите этот день, Новый год, в кругу семьи, родных. И весь год цените ваши отношения в семье и чтите семейные традиции. Что ж, значит, в этом году нужно быть честными с собой, потому что, чтобы быть честными с другими, нужно быть честным с самим собой. Да, конечно, в первую очередь. И много работать, работать и еще раз работать. Ну что ж, Мария, мы благодарны тебе за то, что нашла время, посетила нашу студию, показала, как же делать, составлять правильно карту желаний. И мы надеемся, что ваши советы помогут нашим телезрителям достичь всех своих поставленных Да, целей. ну а карту желаний мы уже лично дома каждый для себя сделает и составит самые сокровенные свои желания. Быстрее, выше, сильнее и на дистанции. Спорт высших достижений пережил непростой год. Множество стартов были перенесены, либо вовсе отменены. Да, например, летние Олимпийские игры, главный спортивный старт четырехлетия, да, вот этот старт перенесли на следующий год. Но теперь эксперты сомневаются даже насчет этих дат, да, вот. И однако не все старты были отменены, и наши спортсмены все-таки отличились на этих соревнованиях и завоевали награды различного достоинства. Предлагаем вашему вниманию спортивные итоги 2020 года. Пандемия коронавирусной инфекции внесла коррективы во все аспекты нашей повседневной жизни, и спорт не стал исключением. Масштабные старты были отменены или перенесены на неопределенный срок, а если соревнования и проводились, то при пустых трибунах. Однако якутским любителям спорта все-таки будет что вспомнить. В 2020 году на территории республики из запланированных 445 соревнований было проведено чуть больше 160 мероприятий. Среди спортивных событий, которые пострадали из-за пандемии, оказался и республиканский турнир по национальному многоборью «Игры Дыгына». Финал состязаний впервые в истории был проведен не в дни празднования Исеха, а в начале декабря на арене Центра спортивной подготовки «Триумф» без болельщиков на трибунах. Тем не менее, участники соревнований подарили любителям спорта интересную и напряженную борьбу, по итогам которой триумфатором игр стал амгинец Леонид Филиппов. Яркие победы якутяне одержали и на всероссийских и международных соревнованиях. Несмотря на постоянные корректировки
корректировки плана тренировок, изменения времени и места проведения стартов, а также других последствий пандемии, якутские спортсмены в 2020 году завоевали 80 медалей, в том числе 30 золотых наград чемпионатов России, 1 золото и 1 бронза чемпионатов Европы, а также 2 золотые, 4 серебряные и 1 бронзовая медали чемпионатов мира. Отметим наиболее яркие победы якутян в уходящем году. Заслуженный мастер спорта России по боксу Василий Егоров в декабре в 4-й раз в карьере стал победителем чемпионата России. В финале турнира якутянин единогласным решением судей выиграл у Ахтема Закирова из Новосибирской области. Помимо этого, Егоров в выходящем году записал в свой актив золото международного турнира класса А, который прошел в Финляндии, и серебро командного кубка России. Мастер спорта международного класса Сардана Трофимова в 2020 году также взошла на высшую ступень пьедестала чемпионата страны. Якутянка в 4-й раз стала лучшей на главном старте марафонцев, пробежав дистанцию за 2 часа 27 минут и 8 секунд. Плюс к этому Трофимова в текущем году стала победительницей московского марафона. Якутский легионер сборной Кыргызстана по вольной борьбе Аял Лазарев также запишет 2020 в свой актив. В ноябре он завоевал серебряную медаль международного турнира Гран-при Москвы, а затем в декабре взошел на 3-ю ступень пьедестала индивидуального Кубка мира. Спортивный 2020 год получился непростым, однако якутские спортсмены, руководители спортивных организаций и болельщики в очередной раз доказали, что Якутия остается одним из самых спортивных субъектов страны. Впереди год 2021, и мы готовимся к новым вызовам и победам. Следующий Новый год, как известно, пройдет под знаком металлического быка. И поэтому нам стало интересно, много ли парнокопытных персонажей изображено в мультипликации и кинематографе. Что вообще они там делают? Почему, например, в Простоквашино коровы не разговаривают, в то время как почти все остальные животные в мультике это делают? Чтобы ответить на этот вопрос, наша редакция собрала статистические данные в отношении молчания, мычания и говорливости коров, быков и буйволов. Мультиков и киношек я пересмотрела «Мама, не горюй». Но в любом случае получила удовольствие незабываемое. Вспомнила все свое детство, хотя многие мультфильмы увидела впервые. В общем, на сегодняшний день статистика такова. Тайна 3-й планеты. Склиз, она же корова-инопланетянка с крыльями, летает, но молчит. Пап, давай возьмем Склиза. Как старик корову продавал. Буренка хоть и бесценная, но молчаливая. Корову свою не продам никому. Такая скотина нужна самому. Гори-гори ясно. В мультфильме коровушка, рогатая головушка, молчком жует сено и почему-то высиживает яйца. Маугли, буйволы только мычат, в то время как все остальные звери разговаривают. Против целого стада. Голос парнокопытным наконец подарили в музыкальном мультфильме «На лугу пасутся ко». Пейте, дети, молоко, будете здоровы. Тихонько, тихонько, аккуратно. А американский бык Фердинанд не только поет, но и многосложно разговаривает. Извините! А, кстати, вы знаете, из чего сделан ваш гребень? Из рогов и копыт. Я говорю это как специалист. Известный сатирический роман Ильфа и Петрова «Золотой теленок» был экранизирован в 1968 году. Но как в книге, так и в фильме самого животного мы не увидим, ибо название «Золотой теленок» пародирует известный символ «Золотой телец», который несколько раз появляется на страницах Ветхого Завета как предмет культа тех, кто отступился от Бога ради наживы, власти, денег, богатства и алчности. Заготовка рогов временно прекращена.
Зато мы бесконечное количество раз можем лицезреть сильных и могучих парнокопытных в кинолентах про корриду и испанских матадоров. А раз мы заговорили о быках, то нельзя не упомянуть самого известного из них – того, что стоит в центре Нью-Йорка, на Уолл-стрит. Бронзовый бык весом в 3000 килограммов является символом финансового успеха, силы и процветания, одной из главных достопримечательностей Манхэттена и всего Нью-Йорка. Конечно, мы не забыли и про своего быка. Зиму издревле якуты олицетворяли в образе быка холода, и считается, что с ростом его рогов крепчают морозы, а когда они ломаются, наоборот, морозы ослабевают. Исходя из этого поверья, самое ближайшее потепление нам стоит ждать 31 января, когда у быка холода отвалится первый рог. Нумерология – это учение о влиянии чисел на судьбу человека. Говорят, с ее помощью можно узнать главные черты характера, расшифровать судьбоносные знаки и даже предсказать будущее. А еще нумерология может подсказать, как отметить Новый год. А что нам уготовило число 2021, нам расскажет Айсулу Ахимова. Дорогие друзья, поздравляю вас с наступающим 2021 годом. Год идет по цифре 5, что в нумерологии означает внутренние трансформации и духовность. Мне очень хочется, чтобы вы в этом году научились больше ценить мелочи жизни, принимать их такими, как есть. И, конечно, если говорить более детальнее про этот год, это год перехода от материального к духовному, от внешнего к внутреннему. Будьте счастливы, берегите себя, своих близких. Самое главное, будьте здоровы и держите свое психическое состояние и сознание в чистоте. Пусть все самое лучшее обязательно будет впереди. А тем временем до Нового года остается 17 часов. А ученые почитали, что у Деда Мороза, благодаря разнице часовых поясах, есть 31 час, чтобы посетить 92 миллиона семей. Ну, то есть он должен оказаться в 822 домах в секунду. То есть скорость должна составить 1725 километров в секунду. Что в 3000 раз выше скорости света. Вот почему его никто не видит. Это просто физически невозможно. Но мы очень надеемся, что якутский холод не спугнет сказочного волшебника. И в новогоднюю ночь он все же сможет к нам прилететь. Конечно, он успеет, ведь Дед Мороз уже у нас в студии. Здравствуй, Дедушка Мороз! Здравствуй, Снегурочка! По бескрайним просторам якутской земли шел я к вам сквозь мороз и сугробы, чтоб в год новый все вместе войти вы смогли со Снегурочкой, с Дедом Морозом. Здравствуйте, дорогие наши! Здравствуйте, мои хорошие! Здравствуйте, родные якутяне! Я желаю, я требую, чтобы в эти волшебные дни вы загадывали как можно больше добрых пожеланий, чтобы мне и внучке моей Снегурочки было чем заниматься в следующем году. А я обещаю, что все ваши добрые пожелания я непременно исполню и претворю в жизнь. А я вам желаю всегда в душе оставаться хотя бы немножечко детьми. Верить в сказку, верить в чудо, в волшебство. И тогда я уверена, что самые удивительные события наполнят вашу жизнь. Это я вам, как внучка Дедушки Мороза, говорю. Пусть в эту волшебную ночь откроется дверца в новую, волшебную, интересную, увлекательную историю. Дорогие мои, счастья вам, радости, крепкого здоровья, ну и куда ж без нее, без любви? Без любви ничего не бывает. С Новым годом, мои дорогие! С наступающим вас! Спасибо, Дедушка Мороз! Спасибо, Снегурочка! Ну что ж, дорогие друзья, мы на этом прощаемся. Увидимся в следующем году. Пусть эта новогодняя ночь станет для вас самой волшебной и чудесной. А после боя курантов сбудутся все ваши самые заветные желания. Пусть этот праздник принесет с собой заряд оптимизма на целый год вперед. И встречайте его с улыбкой и оптимизмом. Мы желаем вам шикарных понедельников, сказочных вторников, чудесных сред, солнечных четвергов и волнующих пятниц. С наступающим Новым годом!
Happy New Year, Happy New Year. May we all have a vision now and then of the world where every neighbor is a friend. Happy New Year, Happy New Year. May we all have our hopes, our will to try. If we don't, we might as well lay down and die. You and I. Только лишь раз, только раз один в году в сердце вновь чудо ждет и надеждами живет. В эту ночь свечи горят, звон бокалов, смех друзей, Новый год у дверей. Обними меня скорей и о прошлом не жалей. Happy New Year, Happy New Year. Новый год, чудо вдруг произойдет. Я и ты, пусть наши сбудутся мечты. Happy New Year, Happy New Year.